Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на ноябрь 2020 года для львов. Посмотрим, какой будет месяц. Маг карты нам подскажет. Замечательно, вы победители, вы добиваетесь всего, чего хотите. Любые абсолютно для вас возможности открыты. Шансы все вы можете использовать в течение этого месяца. Причем, посмотрите, обратите внимание, здесь карта, которая показывает не только вершину, да, и вот такую фигуру победителя, но на ней показаны еще и облака, такой туман непроглядный. То есть будут ситуации, скорее всего, в этом месяце непонятные, да, будут ситуации, когда вот не знаете, какой сделать шаг, какой выбор, и получится, не получится. И вот нужно будет действовать, знаете, просто по интуиции. Но действовать нужно будет обязательно, потому что, несмотря на все сложности, которые в этом месяце будут, вы решите любые свои вопросы, задачи, которые вы перед собой поставили. То есть здесь даже нет сомнений. Тем более меч, воткнутый в землю, говорит о том, что сила у вас на это есть, и она будет вам дана. И самое главное, что вы здесь как бы одна фигура, то есть от вас зависит, добиться цели или нет. Не нужно рассчитывать ни на кого, не нужно слушать каких-то подсказок, да, вот опирайтесь на себя, на свою интуицию и на те цели, которые для вас самые важные. Давайте посмотрим, что делать, если будут какие-то сложности в этом месяце. Вот тогда, если, допустим, какая-то трудность есть, нужно призывать каких-то людей на помощь, которые вам близки, да, которые могут помочь. И тогда уже вместе решать, как лучше быть. Может быть, что-то изменить, может быть, какую-то способность, которая вам не дана, да, может быть, есть у этого человека какая-то возможность, и он вам как раз в этом деле поможет. Но в любом случае, если сложность, сразу нужно обращаться к другим людям, и вопрос решится. Но все равно инициатива должна быть на вашей стороне. Вся главная ответственность и как бы нагрузка, она должна лежать на вас. А остальные люди, они лишь только помощники. И тогда месяц пройдет очень удачно. Давайте взаимоотношения посмотрим. Сначала карта для тех, кто в поиске партнера. Замечательная карта говорит о том, что вы можете найти человека прям в тот момент, когда меньше всего это ждете. Посмотрите, это идеальный такой кувшин серебряный с водой голубой и рисунок какой-то очень красивый на нем. То есть сам символ говорит о том, что действительно человек, которого вы можете встретить, он будет соответствовать, может быть, вашему идеалу, да, и он действительно будет как, знаете, чудо, да, которого не ждешь. Встреча с этим человеком. Действительно, это то, что вы мечтали все время. Действительно, ноябрь может стать для вас таким вот месяцем счастливым. Для тех, у кого уже есть пара, карта говорит о том, что вы можете жертвовать собой в отношениях в этом месяце, чего делать не нужно. Обязательно, давайте я еще одну карту достану. Да, обязательно нужно думать не только о партнере, но и о себе. Обязательно, чтобы обе стороны были довольны, да, и интересы каждого учтены. Это очень важно. И также в этой карте может быть как бы намек на то, что мы можем быть неосторожны. Неосторожно сказанное слово, неосторожная критика, какое-то действие неосторожное может привести к проблемам. Даже вот если, допустим, это касается проблем действительно реальных, ну, допустим, там с телом, да, заразились болезнью какой-то неосторожно, не проявили осторожность, или, допустим, как-то себя неосторожно повели на кухне, там порезали руку, или еще что-то такое, да, вот здесь вот какие-то проблемы могут быть такого вот рода из-за неосторожности, которые не только на нас влияют, но и вовлекают в проблемы нашего партнера, супруга и так далее. И вот карта говорит о том, что, скорее всего, у вас какая-то неправильная установка в отношениях, какая-то жертвенная позиция, нужно обязательно ее изменить. То есть полностью переменить себя нужно, начать заботиться о себе, думать о том, что как бы
50% вашего внимания должно быть, или может даже 51% вашего внимания должен быть именно для вас, вам уделен, да, а остальное это уже там мужу, детям, близкому человеку и так далее. Тогда все будет хорошо. Тогда вы ничего не сможете как бы испортить в отношениях и себе не навредите. Для тех, кто в ссоре. Карта говорит о том, что вы думаете, скорее всего, что есть кто-то третий лишний. Может быть, из-за этого у вас ссора и произошла из-за ревности. Да? Давайте еще одну карту достанем. Ну вот посмотрите, ситуация, скорее всего, созданная вами. То есть вашим, может быть, мышлением, да, вашими думами. В общем, скорее всего, нужно просто прояснить ситуацию, подойти, поговорить, позвонить. В общем, нужно выйти из своей обиды, и, может быть, все окажется совсем не так, как вы думаете. Давайте посмотрим работу. Для тех, кто в поиске работы, карта, которая говорит о том, что вас заметят, вас оценят, и вы действительно получите такую работу, где сможете себя проявить и получите одобрение, высокую оценку. Для тех, кто уже работает, карта, которая говорит о том, что очень уж над вами много контролеров, да, слишком много руководителей, и вы просто, может быть, в течение месяца не знаете, на чьи указания ориентироваться. И здесь вам как бы задания дают, и с другой стороны, то есть очень много работы, очень много ситуаций критических, возможно, когда вас заставляют, может быть, делать то, что вообще не ваше, да, не ваши обязанности, и вы можете чувствовать от этого упадок сил и вообще думаете, нужна ли мне такая работа, может быть, мне вообще подумать о том, что сменить место, да. Вот я еще одну карту достала, действительно можно подумать, пока оставаться на этой работе, но подумать о том, чтобы еще такое себе выбрать, да, второе какое-то направление. Опять же, смотрите, здесь пара, да, какой-то человек из вашего близкого окружения может вам посоветовать. Может быть, он сам где-то работает на каком-то предприятии, где как бы вам будут рады, да. Вот можно призвать на помощь друзей, знакомых. Но оставаться пока на этом месте, да, просто пока вот присматривать. Для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что какие-то возможности замечательные приходят в вашу жизнь. Тем более, смотрите, вот этот вот дракон, он летит вправо, да, в будущее. То есть будет какая-то ситуация, какой-то шанс, возможно, от какого-то человека это придет, что вам можно будет как-то улучшить свой бизнес, свое материальное положение, возможно, начать что-то делать по-новому, или это новый какой-то партнер. В общем, здесь какая-то удача, может быть, вас ждет в ноябре. Но опять же, смотрите, нужно держать как бы все в своих руках, да, нужно обязательно воспользоваться ситуацией, нужно все контролировать и слишком не поддаваться. Вот, допустим, вам предлагают что-то и слишком радужные какие-то перспективы рисуют, а вы все-таки все проверяете, да, все держите в своих руках и на контроле, ну, каждое слово, каждая буква. То есть не позволяйте себя увести куда-то в несбыточное во что-то. Финансы для тех, кто для тех, кто у нас на зарплате. Ну, что-то может быть очень даже неплохое у вас с денежками. Скорее всего, какая-то неожиданная прибыль. Вот кроме того, что вы получаете зарплату, будет либо какая-то добавка, премия, или просто, может быть, не от работы деньги будут приходить, а от других людей, от членов семьи, от друзей или от другой какой-то работы. Ну, допустим, еще у вас есть хобби, свое какое-то дело, да, добавочный доход какой-то. Но очень даже хорошо здесь с деньгами. Для тех, кто своим зарабатывает делом, здесь могут быть сложности, препятствия для финансов, но все-таки они преодолимы. Самое главное, вот действовать, не останавливаться, потому что вот у нас самая первая карта говорит о том, что там есть туман у нас на карте, да, то есть иногда непонятно, куда двигаться, но вот главное, чтобы у вас была цель и каждодневные действия, слушайте себя, опирайтесь на свои таланты, способности, возможности. Ни в коем случае не доверяйте каким-то
ну, знаете, таким красивым фразам, да, вот может быть, допустим, какой-то человек может вам предлагать, ну, допустим, кредит или еще что-то такое. Вот нельзя соглашаться, потому что здесь можно опираться только на себя и на свои заработанные деньги. Вот, если же, допустим, будут какие-то другие деньги, которые не заработанные, то могут быть большие проблемы тогда в финансах. Лучше не надо. Здоровье. Вот смотрите, в здоровье может быть проблема из-за кризиса, из-за стресса, из-за конфликтов, которые могут быть в вашем окружении, в вашем коллективе. То есть нужно держаться, может быть, подальше от людей, которые вот способны вам портить нервы. Это очень сильно вас поддержит. Кроме того, здесь может символично быть, да, вот как инфекция, которая вот вокруг вас. То есть нужно защитные меры принимать обязательно, да, и стараться меньше общаться вот близко с кем-то. Все-таки вот карта говорит о том, что есть возможность какого-то влияния на вас со стороны, поэтому будьте осторожны. Давайте посмотрим, что ждет в окончании месяца. Клад, отлично. То есть вы заслужили какое-то очень хорошее поощрение, в общем, что-то очень важное в вашу жизнь придет. Что именно для вас важно, да? Это может быть любовь, это может быть работа, деньги, какой-то проект, покупка какая-то важная. Но вы здесь сами потрудились, вы это заработали, вы это заслужили, да. И посмотрите, здесь только на карте одна фигура, то есть действительно заслуженная получаете. Просто замечательный месяц для львов. Желаю, чтобы так все и было у вас, друзья. Самого доброго вам, пусть все лучшее сбывается. До свидания.